Необходимость повышения пенсионного возраста давно была очевидным фактом. Соотношение работающих и пенсионеров в стране растет непропорционально. На одного, кто занят, приходится 4 тех, кто уже на пенсии. А это серьезный вызов экономике на перспективу. Если сейчас не сделать шаг, не пересмотреть пенсионную систему, бюджет в будущем может попросту треснуть по швам. Естественно, все это воспринимается многими людьми болезненно. Я хорошо это понимаю. И разделяю эту озабоченность. Но давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится. Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения. Или, понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать. Повторю. Изменения в пенсионной системе, тем более связанные с повышением возраста выхода на пенсию, волнуют, тревожат людей. И естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. И тем не менее я просил правительства самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции. Все регионы активно включились в дискуссию. Предложений собралось очень много. Многие понимают, принимать серьезные решения надо взвешенно, учитывая особенность каждого субъекта. Что касается нас, северян, льготный период выхода на пенсию мы сохранили. Кроме того, женщины с 2 и более детьми с определенным рабочим северным стажем выйдут также в 50 лет. Региональные единороссы-депутаты в рамках дискуссии выступили с предложением сохранить действующие меры соцподдержки. Предлагается установить, что меры социальной поддержки назначаются отдельным категориям граждан не с назначением пенсии по старости, а при наступлении возраста, по достижению которого возникает право на страховую пенсию по старости в соответствии с федеральным законом о страховых пенсиях по состоянию на 31 декабря 2018 года. То есть, как и прежде, региональные льготники смогут воспользоваться данными льготами женщины при достижении 50 лет, а мужчины 55 лет. Соответственно, выработавший необходимый северный стаж. Документ коснется почти 60 тысяч человек, ветеранов труда и военной службы. В настоящее время перечень мер поддержки в Республике Коми прилагает в себе республиканские ежемесячные денежные адресные выплаты и компенсации расходов на услуги жилищно-коммунального сектора. В целях сохранения государственных социальных гарантий и компенсации оленеводов в Республике Коми проектом также предлагается внести изменения в региональный закон номер 18, распространив право на получение ежегодной единовременной социальной выплаты на неработающих граждан, проработавших не менее 15 лет в качестве оленеводов и имеющих право на назначение страховой пенсии по старости. Такой маневр в республиканской казне обойдется более в 500 миллиарда рублей. Мера вынужденная и оправданная. Жители северных территорий должны иметь дополнительные меры соцподдержки. Размер денежных выплат из республиканского бюджета, предоставляемых ветерану труда и ветерану военной службы, составляет сегодня в республике от 1300 до 1480 рублей, без учета выплаты членам семьи. Аналогичное право закрепляется для неработающих пенсионеров, проработавших не менее 15 календарных лет в качестве оленеводов. Итак, законопроект по социальным гарантиям народные избранники рассмотрят через 2 недели. Единороссы уверены, что с таким подходом получат одобрение и от депутатов других парламентских фракций. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.